Альхамдулиллахи Раббил Аламин, вассаляту вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин, набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна, ванфа'на бима аллямтана, ва зидна ильма. Амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Итак, продолжаем изучение. Что такое праведное сердце, чистое, здоровое, непорочное сердце. И остановились на таком моменте. А что же из себя представляет суть самого сердца? И как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям в хадисе, «Аля ва инна фил джасади мудгатан, ида салахат, салахал джасаду куллю, ва ида фасадат, фасадал джасаду куллю, аля ва хиял кальб». И в теле человека есть, говорит, кусочек мяса, мудга, кусочек, маленький кусочек, похожий на разжеванное нечто. И когда ученые говорят, что такое мудга, как это понять? Слово мудга в арабском языке может использоваться то количество еды или то количество мяса, которое можно жевать, набив полный рот. То есть, понятно, да, что килограмм мы не можем, как бы мы ни хотели, не можем все это затолкнуть внутрь рта и жевать это. То есть вмещается определенное количество еды всего лишь. И пророк говорит, и если этот кусочек мяса станет праведным, за ним праведным станет и все его тело. Если же оно испортится, то за ним испортится и все его тело. То есть этот кусочек мяса, он является неким таким правителем, царем, который руководит всем нашим телом. И дальше посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, этот кусочек мяса и есть сердце. А теперь возникает вопрос, что наиболее важный орган в теле человека? Анатомия, да? Если так посмотреть, то врачи вам могут сказать, это может быть головной мозг. Он управляет всем нашим телом, посылает сигналы, всевозможные нейронные сети там и так далее. Отмирает мозг, все, человек уже больше восстановлению, как говорится, не подлежит. И сердце, которое у нас является сгустком и набором мускулов, которые полые внутри, оно прокачивает кровь. Да, это важный орган. Да, он качает без остановки день и ночь всю нашу жизнь. И более того, когда мы зарождаемся в утробе наших матерей, одним из первых органов, что у нас начинает работать, это сердце. Маленький микроскопический организм внутри матери, и уже сердце колышется. То есть это сердце вместе с нами. Однако на сегодняшний день, альхамдулиллахи Раббил Аламин, медицина дошла далеко вперед, и можно заменить сердце на кардиостимуляторы, можно сделать пересадку, можно шунтировать, можно всевозможные операции делать. То есть вот это сердце можно подлечить. И поэтому, если рассматривать с точки зрения медицины, вот этот наш орган, который у нас внутри, является ли он самым главным и незаменимым органом нашего тела, могут сказать нет. Однако пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что это сердце, оно является руководящим. Таким образом, как это совместить? Потому что слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это истина. Это непоколебимая истина. Что бы там мы не узнавали, что бы там, допустим, мы какие бы выводы для себя, открытия не делали, слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это истина, которую ему ниспослал Всевышний Аллах. Он не говорит по своей прихоти, он не говорит по своему усмотрению. Я так думаю, да? Нет. Это знание от Аллаха, это ильхам, это вахи, откровение от Всевышнего Аллаха, которое Аллах Тааля даровал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И вот тут вот ученые дают комментарий, дают толкование. О чем говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Они говорят, и причем это не современные ученые, это уже жившие, не знаю, там 9 веков, 10 веков назад. Они говорят, существует, говорит, два вида сердца. Первый, говорит, это, говорит, орган в человеке. Это полая внутри прокачивающаяся кровь, такой маленький кусочек мускулов, мяса. А другое, о чем говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, они говорят по-арабски «латифатун раббаниятун руханiyya». То есть, это, говорит, духовное, данное Всевышним Аллахом человеку особое чувство.
Вот на татарском языке есть такое хорошее понятие кунгель. Говорят кунгелеме ятмый, кунгелеме туры кильми или кунгелем сизя. То есть этим самым дают понять, что вот внутри человека есть некоторое чувство. Это может быть совесть, это может быть даже, как можно определить, и как душа. То есть некий внутренний стержень, некое внутреннее нутро, процессор наш, который невозможно потрогать, невозможно объять. Вот об этом говорит пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Вот это вот внутреннее чувство, кунгелебес, которое нами руководит. Потому что, субханаллах, если посмотришь людей, да, люди же, они сами по себе, они же на роботов не похожи. Это робот, какую программу загрузил, что там, допустим, ты в него вписал, да, стреляй, стреляет, сидеть, сидит, принеси там что-нибудь там, да, приносит, делает автоматика. Программируешь его, чтобы он из листа железа там четко, точно вырезал там капот для автомобиля, он это сделает. А прикажи ему, вырежи мне не капот, допустим, а дверь автомобиля, он не сможет сделать. Почему не сможет? Потому что программы нету. Однако мы, люди, мы руководствуемся своими желаниями. И некоторые люди используют, как сказать, не используют, а наоборот идут на поводу у своих страстей, у своего шайтана, у своих наущений. Захотел он, допустим, совершить какой-нибудь харам, он это делает. Он не задумывается, можно это, нельзя, дозволено это или нет. Захотел он, допустим, спустить свой животный инстинкт, отобрать у кого-нибудь что-нибудь, украсть, допустим, спариваться там и так далее, да, он это будет делать. И поэтому, как бы мы ни крутили, как бы мы ни говорили, человек, он по своему определению является рабом. Не раб фактический, который там в пользовании у другого человека, а раб именно чего? Раб своих страстей, раб своих мыслей, раб своей культуры, своего менталитета. И самым наилучшим рабом среди этих людей кто будет? Это тот, который является рабом Всевышнего Аллаха. Это тот, который подчинил вот это вот свое нутро, свой кальб, вот это вот узенен кунгелен, подчинил тому, чем довольствуется Всевышний Аллах. И вот этот вот человек, он одержит успех. И в этом мире, и в ахирате. А человек, который подчинил свои страсти, свое нутро, свой стержень, страстям, всевозможным утехам, каким-либо, не знаю, там, липовым ценностям, да, каким-то культурам, там, и так, традициям там, и так далее, он в итоге рано или поздно будет опечален. И будет, как сказать, разорен, да, и обескуражен. Почему? Потому что все, что у людей, оно является ограниченным, оно несовершенно. Все, что от Всевышнего Аллаха, это является совершенным деянием. И поэтому ученые, когда разбирают положение Всевышнего Аллаха, то, что Аллах Тагаля что-нибудь нам приказывает совершать, делает нам в обязательство, или же Аллах Тагаля что-нибудь нам запрещает это делать, ученые говорят, во всем том, что Аллах приказал нам совершать, в этом есть абсолютное благо. Понимаем мы смысл этого блага или не понимаем? И во всем том, что Аллах Тагаля нам запретил, во всем этом есть благо для нас и сохранение нашего общества. Любой харам, если взять, мы можем докопаться до сути, почему Аллах Тагаля в качестве своей милости запретил нам это делать. Чтобы мы спасались от греховности, чтобы мы спасались от разложения, чтобы мы оберегали свою честь, свою кровь, свое имущество. И вот из-за этого Аллах Тагаля сделал нам определенные действия грехами и сказал, не приближайтесь к ним, не совершайте это. И поэтому, уважаемые братья, вот это наше нутро, наш кальб, о котором и говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это то внутреннее чувство, тот стержень, его потрогать нельзя, его ощутить нельзя, его выключить нельзя. Когда проводят операцию на сердце, там, да, замену на кардиостимулятор, там еще что-нибудь, можно остановить сердце, можно его запустить, да, всевозможными там, я не знаю, как это правильно называется, электроды, там, я не знаю, да, тут приборами медики, врачи это могут это сделать. Но это нутро, его не выключишь. Оно будет с нами, оно будет сопутствовать всю нашу жизнь и продолжится с нами потом и в ахирате. И поэтому, уважаемые братья, вот об этом говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что оно руководит нами. Оно, если оно будет праведным, это нутро,
оно приведет к тому, что наше тело, наши руки, наши ноги, наш рот, наши глаза, наши уши будут следовать тому, чем довольствуется Всевышний Аллах. Если же оно будет испорченным, больным, с какими-то, я не знаю, там, ложными целями, с какими-то неоправданными, какими-то там, допустим, там, действиями, да, то тогда оно будет тянуть за собой и все тело. И поэтому наши дела, они непосредственно связаны вот с этим. И опять-таки, вот я еще раз повторяю, удивительно, когда люди, допустим, совершая какой-либо грех, ему говорят, ну остановись, это же неправильно, это же запретно, это вредит и тебе самому, и окружающим тебе там и так далее. Да? Он говорит, нет, самое главное внутри. Тут внутри вот гниль, вот поэтому она, эта гниль и просачивается наружу. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, назвал этот орган кальбом. Это вот то внутреннее чувство кальбом. И несомненно, как сказали ученые, есть взаимосвязь, говорит, с этим самым нутром, с этим стержнем, кунгель блян, а также сердцем человека. Потому что даже если скажут то, что мозг, головной мозг человека самый важный орган, но сердце, это, как сказать, это самый важный мотор. Вот автомобиль, да, у него тоже есть какие-то составляющие части, есть какие-то дополнительные части. А есть запчасти автомобиля, без которых он ничего не будет делать. Ничего не будет делать, никуда не поедет. Без двигателя. Идеальный, шикарный, доп. Комплектации, у него камера задняя есть, круиз-контроль и все такое, все вам рассказывают. Но у него проблема, у него двигателя, говорит, нету. Что ты будешь делать с этим круиз-контролем без двигателя? Куда ты поедешь? Он тебя будет так красоваться во твоем дворе стоять, и ты с ним пользоваться не сможешь. Коробка, допустим, автомат там, или ручная коробка, да? Без этого ты заведешь автомобиль, ты посидишь в нем, может быть, погреешься даже, да? Включишь там, я не знаю, там, в свою мультисистему там и так далее, да? Но ты не тронешься с места, если не будет у тебя коробки, там, которые приводят автомобиль в движение. И точно так же и наши органы тела, сердце, является важным органом, который приводит наш организм в действие, который прокачивает кровь, обеспечивает кислородом все наше тело. И точно так же и наше нутро, которое заставляет нас быть людьми и проживать эту самую жизнь. И поэтому ученые, когда рассматривают вот именно про слово «кальб», они говорят, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа, чтобы Аллах Тааля именно вот это нутро сделал у него праведным. И представьте, если пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это делал, то что же нам говорить о нас, да? Когда мы, то есть для нас является самым богобоязненным, самым идеальным верующим мусульманином, это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которого Аллах Тааля защищал от греховных деяний, от ошибок. Если и он делал, то мы подавно должны делать следующие дуа. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Аллахумма ати нафси такваха». «О Аллах, даруй моей душе ее богобоязненность. «Вазаккиха анта хайрун ман заккаха». И очисти же ее, и ты лучший, кто очищает наши сердца. И «Анта валиюха ва мауляха». И ты являешься ее покровителем и ее властелином, ее владыкой. И вот смотрите, да, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, этим дуа, он воспитывает нас и говорит, «Вазаккиха», очисти же ее, «Анта хайрун ман заккаха». То есть, как бы я ни хотел, что бы я ни совершал, какие бы поступки и ибадаты я ни делал, я не смогу достичь истинности, праведности, чистоты, если Всевышний Аллах этого не пожелает. И поэтому самое главное, хидаят, праведный, прямой путь в руках Всевышнего Аллаха. Если Аллах не пожелает, никто и никогда не сможет прийти к праведному пути. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сколько пытался сделать верующим своего дядю Абу Талиба, не смог. Любимый был его человек, защищал его. И даже вот на хутбе, иншаллах, я затрону этот вопрос, что когда даже умер Абу Талиб, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, остался беззащитным. Для него это была трагедия. Умер его родной дядя, который долгое время был для него защитой, обороной, щитом. Не могли ему ничего сделать. Однако, как бы он не любил своего дядю, он не смог сделать так, чтобы его дядя сказал «Ля иляха илляллах». Не смог. Почему? Потому что Аллах Тааля предопределил так, что Абу Талиб умрет многобожником. И после этого Аллах Тааля, когда умер дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Тааля не спаслал аят. «Иннака ла тахди ман ахбабта».
Ты не ведешь прямым путем, кого ты любишь. Балилляху яхди ман яша. Но Аллах ведет прямым путем, кого пожелает. И поэтому ключи от хидаята у Всевышнего Аллаха. Мы можем стараться, мы можем предпринимать шаги, попытки, совершать различные дуа, действия, айбадаты, чтобы улучшить. Но основу хидаята, основу чистоты дает Всевышний Аллах. Анта валиюха ва мауляха, ты являешься ее покровителем, и ты являешься ее властелином, ее владыкой. И поэтому, уважаемые братья, Аллах Тааля сделал нас, создал нас в этот мир, чтобы испытать нас, как мы будем поступать, как мы будем действовать. И поэтому стремиться к тому, чтобы наше сердце было чистым, наше сердце было очищенным, здоровым, непорочным, без каких-либо болезней. И когда мы говорим про болезни, болезнь не тела, а болезнь души, болезнь сердца, того самого стержня. Пусть Аллах Тааля защитит нас от различных смут, пусть Аллах Тааля защитит нас от наущений шайтана, и пусть Всевышний Аллах очистит наши сердца. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.